Привитание. Приветствуем вас. Господар Олег. И господарыня Мар'яна. Так. Сегодня неделя. Якое там лютого у нас? 11. Так, 11 лютого, неделю. Мы вышли на прогулочку покормить качек, так? Покажи пакетик. Ось, ничего. И в Бернардинском парку. И мы подходим до его. Але вот это ракавілля хотим показать. Зараз покажу, як яна хутка тячэ, якая хуткость тячэння воды. Вось, глядите. Значит, тут вот мы пришли оттуль, с города, и тут такой поворот робится рекой. Вось поворот какой делается рекой, так? И вот там даже вот порог, такие камень, глядите. І такий шум води, мені так подобається. Зверніть увагу на сьогоднішнє надвор'я. Ми тут, коли от, ходили кормити качок, глядите мої попередні відео, ну, криху раней, так? І у Бернардинському парку називається. Такий сипав сніг, так чудовно було. А зараз все підсохло. І ось це той мост, з якого ми кормили качок у минулий раз. Я там стояла. Зараз я його здимаю на відлеглості. І сьогодні ми так само покормимо вудочок. Видите, яка хуткость? О, чудовно. І так, підходимо до цього мосту. Там нам Олежка щось хоче показати ще. Папуся, что ты хочешь нам показать? Добрый день. Что? Это Что? морская мина. О, это мина морская. Только без этих вушек, да? Да, я вот сюда подключу. А это штука, чтобы... Ой, яка міна. І ось так вона виглядає. Бачите? Тут і туристи так само зацікавилися. Ну, вона ржавая, да? Ну да. Ой, давайте так поглядим. Ну, вот при уваходе на этот мост такая есть вот морская мина. Ну, пойдем поглядим, где есть наши качечки. Папуся будет кормить, а я... Французами поговорил. Это французы, да? Хорошо им туристы говорят. Я не почула навіть. Ну, он таки сказал, типа, мина. Типа, повторил. О, глядите, я лечу, что воды прибавилось, папа. Крыху уровень воды поднялся. Просто полноводно сегодня выглядает река. Просто полноводно. А что ты качек не бачно? Им туди это попливе якраз. Показывай, что ты кидаешь. Где они там сидят? Вот там уже парк. У минулый раз он был весь такий пригожий. У снеге. Я вам показывала. Сегодня криху так. Довольно теплое надворье для лютого. О, летять. Летять утки. Ой, их как течение сносит, папа. Тому я не... Так там прибавилось воды, уровень поднялся. Тают снега там десь. Потому что теплое надворье стоит. И сегодня зовсім інша картинка отримовується. Ми з папусею спробує все ж таки. Они подплыли. Вот глядите, як він робить. Наш высушенный, допустим, ну, этот хлебушек.
Что-то этот хлебушек у нас не пошел, не пошел. И усім такі кусочки. Ти показуєш, що ти бросаєш. Вони ловлять гэтай рух руки. Вот тут, видать, после поворота, да, им надо, где, ну, такая, типа, заводь. Они так земли, они уже не такие же голодные. Уже появилась земля, ось проталины. Я казала, что уже не треба, але гэта птиц, птушек таких городских не треба. А ось, ну, таких як качки, яны яшчэ, как бы, можна їх. А де їм яшчэ? Їм трава патрэбна, а травы-то нема. А тыя клювами вострыми птушки, они могут уже в землю внедряться и выклевывать там, знаходить что-то для себя. Я так разумею. Я думаю, там, где река поворачивает, так, и там будет как бы течение. Да, пройдем крыху, да? Окей. Ну, мы зараз вот пойдем праз гэты, вырашылі сёння прайсці праз гэты мост і пайсці па іншаму боку, чым парк. О, бачите, куды Олежка пайшоў? Ось это вот центр художественный для детей, для малявания или что-то тут. Мы вздолж яго пройдем. А вот глядите, наверх ідзе дорога в этот район Ужупіс. Мы туды яшчэ ні разу не падымаліся. Можа, сёння падымемся. Зараз пакормім вудачак і пойдзем туды. Паспрабуем. На разведку. Выведку. На выведку. Вот гляньте, такая лестница, мне придется ее брать. Ну, люди вот ходят, живут там. Ну, что тут? Вот яны вот с того боку, там, где не такое течение. А, и тут есть. Ой, и тут есть, глядите. Я не пойду, здесь лед. Вот, глядите. Здесь лед таки и усклон. Вся ледяная. Я там обовязково поскользнусь и грохнусь. Это в моем репертуаре есть. Окромя песен. В моем репертуаре есть такие, как это сказать, как способность по-белорусски? О, здольность. Заўсёды забываю это доброе слово. Есть здольность, это до падения. И причем неудалых. Потому что как бы спортивные люди, они могут падать. И треба уметь правильно упасть, как не зламать ничего. И, ну, меньше шкоды себе нанести. Там ушибов, травм. А у меня такой здольности нема. У меня есть здольность таки падать, а здольности удачно падать у меня нема. И я грохаюсь с такими наступствами, после яких я мушу месяцы полтора носить гипс и сидеть дома. Ну, несколько вудочек подплыло. Ну, потому что вот здесь есть такая вот заводь, вот заворотик, вот как вы бачите, и там не такая, уже не такое течение. Там навіть дно бачное, так мне здається, песчаное, это бок мелко. И они тут могут как бы плавать и брать свою ежу. А там просто вообще уточки подлетели под мостом и их стало сносить течением одразу, вельми сносить. Я зауважил, что вся эта вот дорога, это насыпанная и умацеванная великими камнями, бачите. Потом она зарастет. Ага, да. Ну, это этот откос, так? Вот весь камнями Да. замацеваны, да, великими Ну. камнями. Ну, тому что, чтоб туды река не подымалась, Да, и чтобы она не сползала сюда и дорога. сюда не сползала дорога, а туды не разливалась река. Так? Ну, все. Ты еще заховал? Да, у меня еще батончики. Ага. Ну, добре, може ще где покормим.
Ну что, берем сюда вершину эту? Можешь? А? Ну да, а что тут вообще? Ну, пойдем. Мы уже крыху поднялись. Только что там стояли. И зараз пойдем далее. Дай мне руку и пойдем тихо за кроком крок. Расскажи мне про дождь, расскажи, кто в небе збирає дожди, что шмаденные льют на мою голову. Розкажи про дощ, розкажи. Не чекай, поки час прибіжить. Снимай арт. Ага, Стрит-арт. я уже снимаю. Стрит-арт. Ну, тут такие ступеньки уже были нормальные, а зараз такие широкие приступки. Ну, вот. Что-то тут. Ой. О, перший раз. Глядите, як речка. Сейчас потрапимся тут цікавий кавалок. О, бачишь, такой квартал какой-то офигенный. О, глядите. Речечка. Тут я подойду до краю. Ой, крыху подойду. Тут листики. Не скользко. Ой. Вот. И вот стою на вышине. И вот там речечка. І парк. А ми звертаємо увагу. Чуть уже музычка. Ну, ужипис есть ужипис. Тут все такое типа арт, модерн, арт какой-нибудь там. Это молодевые такие кафешки, ресторации. Ух ты, еще одна лестница. Тут агентики горят. Ну, конечно, какие-то кафешки, ресторанчики, что тут? Ну, конечно. Ну, конечно, а вот смотрите, який дом. А дом, что ты можешь сказать про дом? Як Дом не він? пригожий дом. Ну, старинный он. Ну, я думаю, да. Но Вон слуховые окна. Это таки новобуд, но он Новобуд? может быть, как бы под старинуть и обновление Видите, второго. какие прихожие тут девчонки маньяцкие ходят. О, глядите. Это да, ужипис. А тут справа, ну вот мы снова по лестничке поднимаемся. Еще такие приступочки. Ай. Ну, вот что тут написано? Читаем. Это назва. Ну, ты. Йона Мека Скерсвейс. Скерсвейс. Ну, это Ян Мека. Вот Яна Мека. Это намалеваны, эти усталеваны. Это металличная кошка. А, металличные, да? Я и думаю, вроде объемные. Литовский ПТ. Коте Махарадзе. Коте Махарадзе был такий спортивний коментатор і певець одночасово. Ух ты, а там он мастацкая галерея. Давайте туди заглянем, криху. О, глядите, вон люди ходят там и глядят. Глядят. Да, открыто, наверное, написано. Ух ты, это мы удачно зашли. Это мы удачно с тобой зашли покормить качек. Глядите напереди, что цветное. Бачно. Мы были в Ужиписе, але вот с этого боку не заходили ніколи. Ну, не, мы... А, ну мы улочку эту, да. А, ну тогда тут желтые висели. Пальчатки висели тут, да? А, и так мы с того боку шли, там висели все желтые, такие перчатка была, что 5 у них, ужипис это писта 5. У них завсёды это такие пятерня такая. Ага. Не пойдем туда? Нет. Ну хотя бы сейчас вот до конца этой вулочки обратно. Зараз покажем вам эту вулочку. Я хочу пойти вздовж реки. Ага. Пойдем вздовж реки.
Ще треба снести качек и докормить их хлебушком. Ой, видите, такая улочка, она идет перпендикулярно основной улице в Ужиписи, центральной. Ой, чай пьешь? Чайная. Да, ну тут так само вон мостацкое что-то. Ой. И вот, глядите, что тут, ангелочек. Что написано там? Сами читайте. Ну, вот такая улица. А вот здесь такой... А что это за кран такие? А? И он працує? Нажимаю. Не, покуль нет зимой. И вот и она перпендикулярно выводит... Как тут называется эта головная улица? Ужупіська. Вот такая. Я еще, у меня вида нема. Мы ходили тут несколько разов, и я не снимала. Ну, здається мне, что я не пам'ятаю, что снимала. Ну, тут вот такая арочка будет. Кто хочет завернуть, и когда будете гулять тут, можете завернуть на это. Какая-то... А, мы же ее снимали. Верес – это черновик. То есть, ну, то, что мостак малює, вот спочатку черновик, набросок, Ага. а потім... Это... А ее намек – это имя и прозвище. Ага. То есть... Я намек. А, черновик я, наверное... Ага, ясно. А что там наверху висит ружовое такое? Какие-то... Белизна, она просто... Белизна, слушается штанцы? белизна, да. Ні, ну серйозно, Ладно, альбо білизни. стежки какие. Людей набралося. Я, до речі, не здивлюся, що тут білизна. Ми ж тоді минулий раз, пам'ятаєш, там ось у них это... Ні, там висели трусики, лифчик такий висел там в одном дворике. Это было как бы инсталляция. Они просто там соправды сушили. Это у них такое вот в Ужиписи свои прибамбусики. А что это у нас за шар вот это вот что? Что это, фен? Голову посушить. Глядите. Стиральная машина. Там пригожи, там такие... Ой, так это пена такая червоная. Гляньте. Ух ты. А здесь такие трубы, бачите? Гофрированные. Так там... Это там музыка, звук? Нет, это... Вот же чувак снимает. А, чувак. Может, тут нас так само здымают? Ну, короче, вот какая-то такая так само инсталляция этих ужуписцев, не понять, что они мают на увазе. Вот такой шел. Ладно, идем обратно, вот по лестнице вниз до речки. Мы вернулись назад. Ось оттуда мы пришли и спустились там. Перешли опять про мост, потому что там немагчыма пройти вот на тым берегу, там вот эта вот тропинка, она вся обледенелая. И мы снова идем уже сбоку парка и пришли опять на то место, где качечки. Зараз я покажу, колешки їх кормять. Ну, зараз такого ажіотажу немає, як було у тим відео. Уточки у воді знаходяться. От Олешкина торбочка червона. Ну, набрасывается на ежу. Тут из-за вот этого поворотика все-таки тут такое расширение Речкина идет. И тут меньше течения, и они тут как бы тусуются. Тусовка ихняя. Да, ось. Минулый раз были свои тут эти популяции. О, как они к нему подплываются. Угу.
Ажыятаж ёсць. Голодненькие. Я, до речі, так само ўжо проголодалася. До речі, хочу сказать, что зараз ідзе такая масленичный ідзе тыдзень. І будзе ён альбо по 13, альбо до 14 лютага, до Дня Святого Валентину. Так само ідзе такая St. Valentine's Week. Я калісьці так само на моем канале першым ёсць класнае відэо, якое здымала тады на нашем лецішчы пад Менскам. І Олежка тады поехал на лыжах, а я бежала побач. И там я распавяла, что День Святого Валентина это не один день 14 лютага, а целый тыдзень. З 7 лютага пачынаецца. І там кожны дзень называецца, напрыклад, Hug Day, Teddy Bear Day, Chocolate Day, Roses or Flowers Day. Сегодня, например, надо обняться. Kiss Day, день поцелуйчиков, день обнимашек. Chocolate Day, день шоколадиков, конфеток шоколадных. День роз, кветочек. День яшчэ які. І ось так все 6 дзён. И, наверное, подаруночков какой-нибудь там. Presents Day. И заканчивается гэты тыдзень 14 лютага, які называется St. Valentine's Day. День у всех улюбленных, день любви, улюбленных, так? Но я чисто для приколу, так это у гэты перыяд, гэты дзень трэба такое заўсёды студэнтам казала, калі арганізоўвала тэматычныя заняткі, прысвечаныя менавіта гэтаму дню, аб'яўляла дрэс-код. Трэба было быць ва чымсьці чырвоным альбо ружовым, і сардэчкі, конечно, выглядзе сардэчак все мусіць быць. Я нават аб'яўляла конкурс валентинок. Хто зробіць, вы знаете, что валентинки, вы ведаете, что валентинки у гэты дзень дасылаюцца, не подписываются анонимно. Поштовочки такие. Точно. Да, такой айсберг резина откололась. Прикольно. Вот. И я памятаю, робили хендмейдовые валентинки, такой был конкурс. И я памятаю, еще в одном учебном заведении, где я працавала, и там девчонки испекли торт в виде сердца и розовой глазурью покрыли и принесли. Так вельми добра. Вельми добра. Яшчэ я памятаю, як я, калі Олег был на Валадарцы, сидел у СИЗА номер 1 города Менску. И гэта менавіта на День Валентина. У меня у Менску есть 2 формочки в виде сердца. Поболей одна, а другая іншая поменей. И я испекла 2 таких пирога, значит, бисквитных, вельми смачных. Тесто такое смачное атрымоўваецца. Одно поменьше, іншае побольше. У меня была глазурь розовая менавіта. Туды можно в белую добавить штосьці, какого-то красителя, и будет так само червоное, розовое. И испекла 2 сердца. Значит, и перадачу сложила. Кожное сердечко, кожный пирог у отдельную особенную, значит, пакетик. И под видом, у списе я указала, что это хлебобулочные вырабы. Можно там передавать тогда и печиво, и так далее. И хлеб. Это хлебобулочные вырабы.
І я їй передала. І женщина, коли взяла мені передачу, почала її всю перевіряти, і забула зачинити в окошечко таке. І я бачу, як вона достає одне серце, бере такий великий нож, и вонзает прямо, вот спочатку больше такий пирог сердца, вонзила, и так напополам, хрясь вот так вот, ну, как бы, глядит там ничего. Бере меньше, опять вонзила нож, и так хрясь. Мне сердце, как будто мне у сердца она вонзила. Это я розповідаю про День Валентина, як я тобі передавала ці пироги в виде серця Валентинки. Хочеш? Я заникала фарбуй. Кушай сам. Дик ось. Я кажу їй, ви пробачте мене, коли ласка, я говорю, я на День Валентина, вот мужу, ну, так старалась эти пироги, как бы егоное сердце и мое сердце поменей. А вы так, говорю, это безжалостно, этим ножом, хрясь. У нас такая праца. И она кажет, да. А что, без эмоций? А знаете, они же как положат что-нибудь туда, могут положить, надо проверять. И это самое, вот. А что? Я говорю, и что туда можно положить? И она вдруг мне нечеканно отказывает. Вы знаете, бывает положат мясо, как же она сказала, какой-то, по-моему, сырой или какой. Положат туда мясо, а потом оно испортится и надо выбрасывать. Но я думаю, мясо. Я думала, он скажет наркотики, например, могут передать там, ну, что-то острое, лезвие какое-нибудь, сигарету какую-нибудь или что. Ну, сигарета промокнет, конечно. Ой, ну, думала, что если такое забороненное, она говорит, мясо, говорит, туда положит. Ну, допустим, пирог с мясом, может такое так само быть. Ой, ну, я удивилась и говорю, мясо у меня вырвалось. И даже, ну, думаю, ладно. Ну, она потом так вот сложила их, да, и так вот Олежке поступили эти мои сердце в таким вот разломанном виде, выгляде. И, но Олежка потом написал, что с задовольнением всей палатой, я люблю говорить палата, всей камерой налетели на это сердце, и ему там ледь кавалочек достал сейчас. Ось такой у меня успомин на конт Дня Святого Валентина и белорусского сеза. Ну все. Ну тебе сподобалося кормить качек? Да, я уже полюбил Задоволений? это за мой тривалый заняток. Я уже опытный кормильщик качек. Лешка за это период один ходил, кормил, так само. Так что... Я на меня, здається, уже познаюсь. Да. Ну, мы завершаем нашу сегодняшнюю прогулочку. Поступово пойдем додому. Вам велике дякую, що ви з нами прогулялися сьогодні. І поскольку зараз іде тиждень Святого Валентину, вельми хутко і Маслениця, значить, жадаємо вам випікати блини, пончики, ось різні такі речі. А так само не забувайте про кохання, дарити один одному подаруночки, hugs, kisses, и chocolates, и postcards, St. Valentine's, и, конечно, love. Give love to each other. О, Валентинки. Да, ось Валентинку мені оця папуся. О, дякую. Так нечеканно. Ай, какая вкусненькая, смачненькая. Всем жадаю Валентинок. Зараз я съем. Сокрытиком. И віншуємо до новых встреч. С вами была Марьяна и Олег. Олежка. Пока. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights
would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine.